Салам алейкум, хурматле милләттәштәр. Здравствуйте, уважаемые друзья. Халмагыд башкорттар. Я приветствую всех сторонников независимого Башкортостана. Сегодня мой стрим будет посвящен Казахстану, этому наиболее стратегическому, важному союзнику для нашего Башкортостана, для нашего башкирского народа, конечно же. И мы должны понимать, насколько он действительно важен для нас, для башкир. Если говорить о Казахстане, то Казахстан на сегодняшний момент для Башкортостана Казахстан сегодня является единственной, наверное, страной, ну не наверное, а так и есть, единственной страной, которая является независимым, признанным во всем мире государством со своей политикой, со своей национальной политикой, со своими национальными институтами, со своей армией, со своей экономикой, достаточно успешно развивающейся экономикой. И это огромная страна, она входит в десятку крупнейших, по-моему, 10 или 11 место занимает место в мире по территории. И это, еще раз говорю, единственная страна, которая наиболее близка для Башкортостана. Других каких-либо независимых государств, развитых, достаточно стабильных нету. Только Казахстан. И, конечно же, мы, если размышляем о будущем Башкортостане, о будущем независимом Башкортостане, как о независимом государстве, мы должны понимать, с кем нам предстоит в будущем выстраивать отношения, заключать какие-то экономические союзы, военные союзы в том числе. И нам повезло, я считаю, что рядом с нами появилось 33 года назад такое государство, как независимый Казахстан. Потому что казахи для нас, для башкир, это ментально близкий народ. Это родственно близкий народ. Башкирский и казахский язык, он, если я не ошибаюсь, на 50-60% он схож во всем. И при общении башкира с казахом, каждый, если будет разговаривать на своем языке, в течение недели уже башкир сможет полностью вовсю разговаривать с казахом, как и казах с башкиром. Поэтому мы, те люди, которые выступают за независимость Башкортостана, мы должны уже сейчас просматривать в будущем, да, какие союзы нам выгодны для Башкортостана, с кем Башкортостан будет сотрудничать, как он будет выстраивать свои отношения. И для нас мир, в первую очередь, тюркский мир, восточный мир, вся Азия, мусульманский мир, он будет для нас выстраиваться только через Казахстан, по-другому никак. И надо понимать, что казахи для нас, то есть мы для казахов являемся тоже достаточно братским народом. И они неоднократно это доказывали своими делами, своими взглядами. Я напомню, что когда организация Башкорт еще существовала, не была признана экстремистской, мы в 2017 году ездили в Казахстан. Я помню, тогда мы обманули ФСБ, тогда у нас же была подписка о невыезде. Нет, точнее, подписки о невыезде не было, но за нами был контроль. Да, тогда было заведено уголовное дело, сфабрикованное уголовное дело на меня, на Фаиля, на Юлая Аралбаева. Вот. И нас пригласили казахские националисты, казахские наши братья в гости. С ними вели активную переписку, общение. И мы, как мы сделали? Мы взяли человека с машиной, который никогда не светился в организации Башкорт, но был нашим человеком. Мы взяли, сели в его машину, телефоны оставили каждый у себя дома. Якобы мы... потому что мы знаем, что вот эта пеленгация, да, от телефонов, они пробивают местонахождение вплоть там до нескольких там метров человека. И мы оставили свои телефоны,
и поехали в Казахстан. И вот то, что мы там видели, ну, меня, если честно, тогда повергло. Это была первая страна, которую я посетил, ну, зарубежная страна, да, посетил за свою жизнь. И я был удивлен, крайне удивлен, потому что я все-таки думал, это же вот все российское телевидение, российская вот эта вот пропаганда нам постоянно внушала, что соседние страны, они все живут бедно, что вот они к нам сюда едут на заработки, на самом деле они там в нищете. На самом деле не так. Казахстан живет очень достаточно хорошо и красиво. Возможно, там, да, есть трудности с экономикой, не всем... Работа, в принципе, есть для всех, но не такая высокооплачиваемая, возможно, да, но то, что они вкладываются в свою страну, это очевидно. Города областного, областные центры, да, вот такие как Актюба, бывший Актюбинск, там Кызылорда, допустим, да, они по своей красоте, по своей инфраструктуре, по благоустройству, они намного больше отличаются от столиц наших национальных республик или каких-то там областных центров, да, таких как там Самара, там или Уфа, или Казань. Ну, Казань, в принципе, считается достаточно, конечно, красивый город, он не уступает европейским по масштабам, но, еще раз говорю, то есть Уфа там близко не стоит там, да, с тем же самым Актюбинском, допустим, да, с Актюбой. Не говоря уже про Астану, не говоря уже про Алматы, в Шымкенте были, тоже очень красивый город. Поэтому я видел собственными глазами, видел отношение казахов к нам. Оно было очень доброжелательное. И когда они узнавали, что мы с Башкортостана, что мы башкиры, башкуртвар они нас называют. О, Башкуртвар, Баурым, вы же главные волки. Как вы поживаете? Все ли у вас хорошо? Мы за вас очень переживаем. Когда вы будете независимыми? Вот именно тогда мы от казахов, то есть тогда о независимости какой Башкортостана вообще у нас не было в мыслях даже, да. Мы максимум, о чем могли тогда говорить, и, в принципе, наш идеолог башкирского национализма Айрат Дильмухаметов всегда говорил о федерализации, да, о там, переформатировании принципов устройства федерализма, о расширении там каких-то федеральных полномочий, о возвращении договорных отношений и так далее. Но о независимости тогда никто ничего не говорил. И вот нам тогда казахи впервые, да, то есть сказали, при разговорах спрашивали, ребята, а когда вы вообще будете независимости, есть ли у вас такие планы, то есть хотите ли вы... Ну, мы тогда, конечно, опасались на все это отвечать, потому что мало ли мы понимали, в какой стране мы живем, и что такие разговоры могут легко дойти до ФСБ. Но тогда уже у меня в голове, у меня лично, да, засела мысль о том, что, ну, чем мы хуже Казахстана, чем мы хуже Кыргызстана, Узбекистана, Азербайджана. Ну, развиваются страны, развиваются и очень успешно развиваются. У них уже тогда везде казахский язык, молодежь вся разговаривала на казахском языке. И вот я понял, что только независимость нас может спасти. И возвратившись в Республику Башкортостан, увидев вот это вот наше убогое существование как колонии внутри, внутри России, я понял, что нас может спасти только независимость, по-другому никак. И если говорить о Казахстане, то Казахстан, он прошел достаточно такую, ну, серьезный путь прошел, да, к своей независимости, к тому, чтобы укрепиться и стать достаточно таким сильным государством на постсоветском пространстве. Вот мы все знаем, что северные территории Республики Казахстан, да, Республики Казахстан, государства Казахстан, они при советской власти были очень сильно русифицированы, очень большой процент русских там жил. И это был такой центр сепаратизма, центр нестабильности для казахского молодого государства. И кто в курсе, но казахи точно в курсе, они знают о том, что в 91 году, когда вот началось в Приднестровье вот это вот
военный конфликт, то в Казахстане тоже вот-вот должен был вспыхнуть подобный конфликт, когда был такой съезд казачьих каких-либо там организаций, как Казахстана, так и русских казачьих организаций, которые расположены в Казахстане, так и которые приехали с России, казачьи какие-либо организации, они там собрались я сейчас не помню, где это, в каком городе, ну, в каком-то казахском городе в северных областях, и там они хотели провести съезд и уже чуть ли там не объявить какую-то там казачью республику с отделением от Казахстана. И только казахские националисты, казахская молодежь остановила это. Потому что как такового, то есть казахская милиция, она не принимала никаких действий, чтобы остановить этот съезд. Тогда очень сильно боялись России еще. И казахская молодежь, она приехала автобусами, там тысячи казахской молодежи приехала в этот город, и они остановили Уральск, да, вот сейчас подсказывают правильно, Уральск, это было в Уральске, и туда приехали тысячи казахской молодежи, и они прям жестко потребовали остановить съезд, окружили его, вот это здание, где проходил этот съезд казаков, и заставили их всех оттуда уехать, сбежать. Они там туда быстро-быстро покидали вот этот город, в автобусы садились, и там в машины уезжали оттуда, потому что, казахи уже готовы были просто штурмом брать. И это вот, об этом мало кто знает, но это действительно так оно и было. Так вот, за 20 лет, за 33 года, точнее, вот существования Казахстана, правительство, вот я знаю, что многие казахи, которые меня читают, меня смотрят, они не очень, скажем так, любят, когда я хвалю в чем-то власти, казахстанские власти, в том числе и Нурсултана Назарбаева и Такаева, да, то есть, и такие радикальные, настроенные по отношению к власти казахи. Но надо признать, что Казахстан, обладая вот такой вот большой территорией и не такой большой численностью, которая на такой огромной территории, да, сегодня 20 миллионов. 20 миллионов, и территория Казахстана, она может вместить там, если миллиард, как минимум, да, населения. И с севера, когда есть такой сосед, как Россия, и на юге такой сосед, как Китай, здесь нужно было вести очень мудрую политику. И вот эта политика между Сцилой и Хариброй, да, она на протяжении 33 лет, она именно была именно в политике казахских властей. Как нужно выжить между этими двумя странами, сохранить свою независимость и в том числе продолжать развиваться, продолжать развивать свое национальное самосознание. И здесь политика Нурсултана Назарбаева, она, можно сказать, такая очень грамотная была в этом. Они не дали, скажем так, полностью впасть в зависимость от России, полностью не впали в зависимость от Китая, сумели сохранить независимость, самое главное, то, что они сумели, это увеличить численность казахского населения в северных областях страны. Это очень важно, потому что еще раз говорю, когда Казахстан отделялся, в северных областях Казахстана многие регионы, многие области, они более 50%, 50, 40, где-то там 70% было русскоязычного населения. Сейчас самый максимум, где самое большое количество русскоязычного населения, там, по-моему, 22%, так вот осталось. То есть казахи везде сейчас превалируют. И это мудрая политика казахстанских президентов. И сегодня Такаев продолжает эту политику. И нам нужно учиться будет в будущем, потому что мы же понимаем, что даже если Россия, когда развалится, на ее обломках возникнут другие какие-либо государства, то у нас на севере, на востоке будут русскоязычные государства
с которыми придется считаться, придется как-то выстраивать отношения. И в этом, ну и Москва, соответственно, будет иметь влияние, потому что у нас русских тоже достаточно много. А я напомню, кто не знал или кто забыл, что когда на момент переписи, последней переписи Советского Союза 1989 года в Казахстане было всего 39% казахов, коренного населения. Это результат вот той политики, которую проводил Советский Союз по отношению к казахам. Это результат того голодомора, который Аршашлык, да, у них называется, который произошел в Казахстане и унес огромное количество, миллионы казахов умерло. Это результат той политики. Если бы не этот голодомор, если бы не участие в войне, во Второй мировой войне, когда там тоже огромное количество казахов погибло, если бы не ассимиляционная политика, то сегодня казахов было бы как минимум 20 миллионов, а то и больше, 30, возможно, 40 миллионов уже. Это была бы мощнейшая страна по территории, по численности. Но в любом случае, даже после обретения независимости, казахи сделали рывок, демографический рывок. Они провели мудрую политику по переселению казахов, да, так называемых оралманов. И более миллиона казахов приехало, в том числе большое количество русских уехало. И это качнуло вот эти вот процент численности, да, народов Казахстана. Еще раз говорю, на момент 1989 года казахов было 39%, а русскоязычного населения, куда входили русские, украинцы, белорусы, немцы, греки, если брать в общей численности, они все разговаривали на русском языке. Там практически никто не владел своим родным языком уже к тому времени, на момент 1989 года. Так вот, их было 51% в общей численности. То есть, если бы государство Казахстан впало бы в зависимость от России полностью, да, как сегодня Белоруссия, допустим, та же самая, а Россия могла легко, свободно провести какие-то там дестабилизирующие какие-то там конфликты, и Казахстан бы не состоялся как национальное государство. Потому что в любом, даже просто в мирном референдуме, если бы Россия заставила провести этот референдум и, скажем, войти в состав России на правах союзного государства, то выиграли бы они этот референдум. Но казахи тогда очень была быстро растущая нация. И вот эта политика Нурсултана Назарбаева, которая вроде бы дружила и с Россией, и с Китаем одновременно, не позволяла обострять конфликтом, не шел на обострение, привело к тому, что казахи на сегодня одна из самых быстро растущих наций в мире. Любая казахская семья, средняя казахская семья имеет от 3 там, и выше детей, по 5, по 7 детей. Это вот привело к тому, что сегодня казахи составляют 70% своего населения. Это еще раз для нас пример, для башкир, как нам нужно действовать будет, почему нам нужна независимость. Во-первых, чтобы сохраниться, да, чтобы развить свой язык, сохранить свой язык и развить его. И, конечно же, чтобы в будущем мы смогли переломить демографическую ситуацию. Ну, казахи, то, что тюрки, они очень быстро, да, то есть размножаются. У них просто в культуре это иметь множество детей в своих семьях, особенно кочевых культурах. И плюс мы мусульманский народ. То есть у нас все это присутствует у башкир. И, конечно же, я уверен, что мы поправим свое демографическое положение, будучи независимым государством. У нас точно так же начнутся вот эти вот качели демографические, когда русские будут уезжать из Башкортостана, башкиры, которые сегодня в большом количестве живут там на тех же самых северах, там частично там в других каких-то областях, Самарской области, Саратовской области, да, они, конечно же, являются нашими историческими какими-то землями, но вернуть их на сегодняшний момент в какой-то там исторической перспективе в ближайшие 100 лет это нереально. Поэтому для нас самое важное, это в первую очередь в своем Башкортостане
стать большинством населения. Как минимум, чтобы было 70%. Как минимум. А еще лучше, чтобы это было моноэтническое государство. Я не говорю сейчас, что русских нужно выгонять. Нет, конечно же, мы не будем никого выгонять. И русские, мы, все, кто захочет жить в независимом государстве, они будут обязательно у нас жить и приносить пользу нашему государству, а также богатеть сами будут, потому что Республика Башкортостан это будет успешное, демократическое, независимое, экономически развитое государство. Так вот, для того, чтобы нам стать таким государством успешным, нам, конечно же, надо будет выстраивать отношения еще раз с Казахстаном. И Казахстан для нас это очень такой яркий пример. Но чтобы понять, почему Казахстан стал таким успешным, нужно понимать, через что он прошел и что он сейчас имеет, да, в своей политике, в своей экономике. На Казахстан влияют, на сегодняшний момент оказывают наибольшее влияние 5 таких государств, как Россия, конечно же, Китай, Евросоюз, если брать ее как общую, да, большое государство, союз государств, Евросоюз, это Турция, вот, и США. То есть вот эти 5 таких лидеров, да, в мире, которые соседствуют, как-то кто-то соседствует, кто-то просто имеет сильнейшее влияние в мире государств, которые оказывают свое влияние на Казахстан. И Казахстан сейчас, особенно когда Россия погрязла в войне с Украиной, когда она очень ослабла, когда она показала всему миру свою недееспособную на самом деле армию, что вторая армия в мире оказалась это фейком. И Казахстан, конечно же, из этой всей ситуации извлекает свою пользу. Свою пользу, максимально извлекает пользу. И нам нужно понимать, что когда вот мы видим, что там власти Казахстана никак не озабочены проблемами башкир и татар, это, конечно же, печалит, да, нас, но мы должны понимать, что они это делают из стратегических соображений, из прагматических своих соображений. Они должны понимать, что, то есть мы все должны понимать, что Казахстан сейчас хочет выжить в этой ситуации. И, конечно же, Казахстану выгодно, чтобы Россия развалилась, чтобы на месте России образовалось несколько десятков государств, с которыми можно было бы выстраивать отношения, которые бы не имело какую-то там сильнейшую армию, какую-то экономику, которая бы там давила на Казахстан. Конечно, им это невыгодно. Им выгодно, чтобы это было десятки каких-то государств, с которыми можно было бы выстраивать какие-то отношения. И, конечно же, на этом фоне Казахстан, как крупное государство, оно бы сразу же автоматически, скажем так, стало страной, которая бы доминировала на уровне, на фоне всех вот этих государств новых. И Башкортостан в этом случае, конечно же, будет выигрывать. Почему? Потому что, еще раз говорю, что Башкортостан это близкий родственный народ для казахов, как и Татарстан. Татарстан через Башкортостан будет иметь выход на Казахстан. И если будет рядом с нами такой сильный союзник, и мы видим, как такие союзнические отношения, допустим, Турции и Азербайджана, привели к тому, что Азербайджан смог вернуть свои оккупированные территории. И сегодня у Азербайджана, никто, наверное, не сомневается, что у них наиболее сильнейшая дееспособная армия, ну, на всем, наверное, постсоветском пространстве, ну, может быть, только после Украины, да, которая имеет, ну, такой сильный боевой опыт и сопротивляется России. Так вот, если это все благодаря Турции, которая выстроила отношения, Бермиллят Икеиль, да, вот они так обозначили вот это свое стратегическое партнерство. И если мы такие же, скажем, отношения будем выстраивать с Казахстаном, и надо понимать здесь, да, что Казахстан, конечно же, хоть и мы его, конечно же, рассматриваем как наш братский тюркский народ, но сегодня он стоит намного выше нас. И мы должны это понимать, мы должны это признавать. Если мы будем выстраивать свои отношения с Казахстаном как с государством, которое, ну, хотя бы как минимум будет обеспечивать нам безопасность, стратегическую безопасность, государственную безопасность,
нам, Казахстану, допустим, и в случае чего они готовы будут вписаться за нас, да, то есть ввести войска против каких-то агрессоров там со стороны там Московии, да, или со стороны Уральской республики, или со стороны там вот этих вот волжских государств, которые образуются там на месте Самарской, там Саратовских областей, то, конечно же, Казахстан для нас этим очень важен будет. И пока мы сами не сформируем свою армию и не, скажем так, не обеспечим ее вооружением хорошим, Казахстан может, скажем так, нас поддерживать, да, поддерживать, чтобы мы, как минимум, смогли состояться как государство, и чтобы никакая агрессия по отношению к нам, ну, не была, да, воспринята, реализована вот со стороны вот этого русского мира. Вот, и каждая страна, которая сегодня имеет влияние на Казахстан, которую я перечислил, там Турция, США, они все, как бы, конечно же, пытаются укрепиться в Казахстане, потому что Казахстан очень богатая страна. Казахстан стратегически занимает важное место вообще во всей Центральной Азии. Для России он почему важен, ну и для нас в том числе почему важен, потому что Казахстан с собой закрывает все остальные среднеазиатские страны, такие как Узбекистан. А Узбекистан это тоже очень мощное государство, которое стремительно развивается и у которой очень большое население, больше у Казахстана в 2 раза. Узбеки сегодня очень быстро растущая нация, очень быстро растущее государство. И они, конечно же, тоже в скором времени будут доминировать и влиять на вот этот центральноазиатский регион. И нам тоже нужно будет с ними выстраивать свои отношения какие-то. И узбеки точно так же по менталитету, по языку, по своей культуре очень близки нам, башкирам. И я даже тут, как бы, наверное, не совру, что узбекский язык нам ближе даже, чем казахский. Вот. Но мы с Узбекистаном можем, конечно же, сотрудничать только через Казахстан. Это, то есть мы должны это понимать. И отсюда вот, когда нам говорят, что мы, Башкортостан, в будущем, когда станем независимым государством, мы должны там выстраивать отношения с Евросоюзом, США. Конечно же, это нужно будет обязательно выстраивать эти отношения. Но мы должны понимать, что, еще раз говорю, что самое близкое для нас государство, которое непосредственно будет влиять на нас, на нашу экономику, на нашу культуру, на нашу политику в том числе, это, конечно же, Казахстан. И в первую очередь нам нужно будет выстраивать отношения, так как мы сами тюрки, так как мы сами мусульмане. Я здесь вижу в первую очередь, конечно же, вхождение Башкортостана, но так же, как и Татарстана, наверное, вхождение в союз тюркских государств, да, вот этот вот организация тюркских государств, которая сейчас имеет, и она активно развивается. Мы видим, особенно она начала развиваться вот после того, как, еще раз говорю, Россия ослабла, втянулась в эту войну, и на фоне ее вот эти государства, тюркские государства, начали активно развиваться. Сегодня даже сейчас идет уже речь о том, чтобы создать ID-карту, которая бы, по которой можно свободно перемещаться среди вот этих тюркских государств, которые входят вот в этот союз. И Россия стремится сейчас попасть в этот союз, понимая, что с Европы ее выкинули, с Западом она совсем перессорилась, и она, конечно же, разворачивается в сторону Азии, в сторону Востока, и она здесь хочет, конечно же, ее влияние на центральноазиатские страны, она, конечно же, ослабла на бывшие свои советские республики, постсоветские республики. Оно ослабло сейчас, очень сильно ослабло, и русский язык вытесняется, русская культура вытесняется. И поэтому они хотят, конечно же, вернуть свое влияние, свое положение в Центральной Азии. И вот они поэтому, конечно же, сейчас пытаются войти вот в этот тюркский, ну, как вариант, да, то есть влияние, они хотят войти вот в этот союз тюркских государств, организацию тюркских государств. И я ведь читал комментарии узбеков, кыргызов, там, казахов, и они все категорически против того, чтобы Россия вошла туда. Потому что они понимают, насколько это опасно, насколько вот,
вот это вот влияние России, оно очень действительно смертельно опасно для тюркских стран. Тот же самый ОДКБ, который навязал им когда-то Россия, она тоже, скажем так, ну, не оправдала себя, потому что Россия там только имеет свои какие-то таможенный союз, тот же самый Европейский таможенный союз, Евроазиатский, да, ЕАЭС, тоже там привилегии только у России в большинстве своем. У Казахстана и у тех стран, которые в него вошли, там привилегии минимальные. И Россия тут недавно пыталась через этот ОДКБ, через ЕАЭС навязать опять свою волю. Допустим, они предлагали такие предложения, вносили о том, чтобы, допустим, сделать единую валюту, да, единую валюту на всем евразийском пространстве, евразиатском пространстве. Они пытались учредить какой-то наднациональный парламент. И мы понимаем, что в этом парламенте, конечно же, Россия бы доминировала. Они хотели внедрить единое информационное пространство, да, то есть единую информационную политику вести. То есть, соответственно, мы понимаем, что на сегодняшний момент российское информационное поле, информационные вот эти ресурсы, которые есть, СМИ, телевидение, да, оно в нее вкладываются миллиарды, и оно бы, конечно же, внесла бы свою пропаганду, вот эту российскую, русского мира, на страны, на наши тюркские страны. Конечно же, всему этому воспротивились, и это все было отвергнуто достаточно, ну, президенты тюркских государств, они все прекрасно понимают, что чем грозит им влияние русского мира. Они и так сейчас стараются все отрываться. И очень важно, что вот за те годы, которые, скажем, Казахстан смог сохранить свою независимость, вот эту свою политику независимую, оно, скажем так, сумело, оно вырастило новое поколение казахов, которые постепенно замещают старое вот это, старую казахскую номенклатуру, да, партийную, которые еще остались с советских времен. Их постепенно всех вытесняют. И это уже казахоязычные новые молодые политики, экономисты, юристы, какие-то там инженеры, технологи, айтишники. И они уже выросли с национальным казахским самосознанием. Они прекрасно понимают, что Россия для них не друг, и они видят, что Россия делает с тюркскими национальными республиками, которые входят в состав сегодня России, ну в том числе, да, Башкортостан. Мы прекрасно видим, что с нами делает Россия, и они это видят. И поэтому, если власти Казахстана, скажем так, придерживаются политики такого нейтралитета, да, то есть они не высказывают какую-либо озабоченность о нас, о наших республиках, о наших народах тюркских, то глубинный народ казахский, конечно же, горячо переживает, сопереживает нам, поддерживает нас, поддерживает нашу независимость. И вот в ТикТоке, допустим, я часто вижу комментарии казахов, которые поддерживают башкир нас, татар, и в стремлении обрести свою независимость. Это очень такой качественный показатель того, что у нас, в принципе, впереди достаточно светлое будущее. И когда Россия рухнет, если мы не побоимся и все-таки, если мы используем вот этот шанс, который нам предоставит, скажем, да, Аллах, мы сможем тогда, конечно же, войти в эту единую тюркскую семью независимых государств. Но в том числе, конечно же, и в ООН будем представлены, и наладим отношения с Евросоюзом, с США, с Турцией, конечно же, с другими странами, которые нам выгодны как партнеры. Вот, поэтому и казаки, они, конечно же, понимают вот эти вот те угрозы, которые сегодня исходят от российских политиков. Мы множество раз слышали, да, угрозы, там вот этот генерал Бирюлев недавно, там депутат Госдумы, высказывался о том, что следующий будет Казахстан после Украины. Мы множество раз слышали высказывания того же самого Петра Толстого, да, вот этого вот дебила, рашиста конченного, тоже депутата, кстати, который неоднократно высказывался против Казахстана, какие-то там речи
говорил. Тот же самый Андрей Луговой, да, вот этот убийца а, Литвиненко, который сейчас тоже депутат Госдумы, и тоже он там снимал несколько фильмов про Казахстан, про угрозу Казахстана России. Мы слышали там высказывание той же самой Тины Канделаки, которая возмущалась тем, что русские названия там убираются и ставятся казахские названия, да, ну, бред вообще, да, то есть это вот эти имперцы возмущаются, что в национальных государстве, которое уже 1/3 века находится, является независимым, убираются слова того имперского народа, который некогда диктовал свои условия, и замещается языком коренного народа. То есть это все казахи видят, это все казахи слышат, и они прекрасно понимают, что Россия это враг. Это враг, который должен обязательно проиграть в этой войне, и казахи поэтому все поддерживают Украину. И для них выгодно, чтобы у них на северных рубежах были дружественные, союзные государства: Башкортостан, Татарстан, Якутия, Тыва, тюркские, да, Чувашия. Им это выгодно, да, чтобы вот такие вот национальные республики получили независимость и влились в единую тюркскую семью. Но для этого мы не должны надеяться только на то, что Казахстан вот за нас впишется и обязательно нам поможет. Помогают тем, кто борется, тем, кто сопротивляется. Яркий пример тому Украина. Если бы Украина в первые дни войны против России поступила бы точно так же, как произошло в 2014 году в Крыму, то, конечно же, Украине никто бы не оказал помощь. Ни оружием, ни деньгами, ни кредитами, ни так далее, да, никакой помощи просто не было бы. Они уже готовы были предоставить там самолеты для того, чтобы эвакуировали семью Зеленского, там, высокопоставленных украинских чиновников. Уже на этот был такой вариант развития событий у них уже был приготовлен. Но украинцы оказали сопротивление. И не просто сопротивление, они начали бить на своей территории Россию, русского солдата. И все. И Украина начала получать помощь. И Запад начал оказывать эту помощь, и США начал оказывать помощь. И они поняли, что Россию можно победить, и что открылись большие возможности, перспективы, да, наконец-то завалить этого русского бешеного медведя. И здесь то же самое, если мы перенесем зеркально на Башкортостан, на Татарстан, то и Казахстан будет помогать нам только в том случае, если мы будем сопротивляться, если мы будем бороться за свою независимость, если мы окажем сопротивление, если мы создадим свою армию башкирскую, освободительную, которая будет бороться за независимость и бороться против русского мира. Только в этом случае они будут нам оказывать помощь. Я уверен, что найдется немало казахов, которые приедут к нам добровольцами воевать за нас, за башкир, за татар, против русского мира. Я в этом 100% уверен. И оружие нам будет поступать, и деньги к нам пойдут, только если мы начнем сопротивляться. Если же мы побежим заключать очередные 4-е договора с Москвой, если мы там будем выступать за прекрасную Россию будущего, встраиваться вновь там в какую-то обновленную какую-то Российскую Федерацию или даже конфедерацию, то, конечно же, никто нам не будет помогать. А если Россия, скажем, сохранится, вот этот режим сохранится в России, и он превратится, допустим, в Северную Корею 2, то тем более интересы Казахстана и другого, и всего остального тюркского мира, к нам исчезнут, потому что, посмотрите на уйгур, да, на Восточный Туркестан. Да, все им сопереживают, да, все озабочены тем, что сейчас уйгур там ассимилирует, уничтожает, там загоняет в концлагеря, которые Китай для них построил, миллионами загоняют, национальное самосознание им размывают, разрушают им мечети. Но никто ничего не может сделать,
Потому что Китай сильное государство, потому что Китай может любому выписать с топоря, как говорится, да, и поэтому максимум, что остается тюркским независимым государством, это только переживать, сопереживать, да. Они даже не могут в том же самом ООНе где-то там выступить против вот этой вот политики геноцида по отношению к уйгурскому населению. И здесь будет то же самое с нами, с башкирами, с татарами, с якутами, с другими народами. Никто, если Россия выиграет эту войну, если она там закроется в своих границах, если она сумеет сохранить свой режим, если она будет подавлять нас, если мы сами выберем русский мир, там, даже если Россия как-то преобразуется в какую-то там прекрасную Россию будущего, и мы останемся в этой стране, то интерес тюркских государств к нам ослабнет, это 100%. Поэтому мы обязаны защищаться, обязаны воевать за свою независимость. И я напомню здесь, что разговаривают с теми силами, которые контролируют территорию. Яркий пример тому Афганистан. Вроде бы там в России Талибан признан экстремистской террористической организацией, но их встречают, с ними разговаривают на самом высоком уровне, они там посещают какие-то выставки в России, с ними уже начинают выстраивать отношения и другие страны мира. Почему? Потому что Талибан контролирует Афганистан. Все. Та сила, которая контролирует ту или иную территорию, с ней будут выстраивать отношения, с ней будут разговаривать. И здесь надо понимать, что если башкирское национальное движение возьмет власть в Башкортостане в свои руки, с нами будут считаться, с нами будут разговаривать, с нами будут выстраивать отношения дипломатические, экономические, политические и так далее. Если победят либералы в лице Лилии Чанышевой, которая, конечно же, побежит заключать договор, а возможно вообще никакого не будет договора, может они еще есть, потому что уже проекты от этих либералов о том, что не нужны никакие национальные республики. И здесь возможно какая-нибудь там Уфимская губерния, Уфимская область, то с ними будут разговаривать, если они возьмут власть в свои руки, либералы башкортостанские, да, в лице Лилии Чанышевой, в лице вот этого юриста Федора Телина, ну и других там, да, либералов наших, Мурзагулов там, да, как он приедет. Вот с ними будут разговаривать. С башкирскими националистами уже никто не будет разговаривать. Да, мы будем какой-то там оппозиционной силой, но не более. Если мы не возьмем власть в свои руки. Как она будет браться власть в свои руки? Силой или демократическим путем? Все зависит от населения Башкортостана, насколько они поддержат. В первую очередь зависит от башкир, от башкир и татар, насколько они поддержат башкирское национальное движение. Поэтому так, надеюсь, что я коротко, наверное, рассказал. Еще бы хотел бы, скажем так, коротко рассказать о тех перспективах, которые выстраиваются перед Башкортостаном от сотрудничества с Казахстаном. Мы все знаем, что на территории Казахстана есть город Байконур, да? Байконур, да, переводится с казахского как «богатая долина». Вот, и договор об аренде Байконура у России и у Казахстана продлен там до 2050 года. Но, то есть там сейчас Байконур является городом федерального значения российского. Там российские номера, там российская налоговая система, там российские суды, школы, все на русском там языке, да, то есть это вот Россия внутри Казахстана. Конечно же, Казахстан там тоже имеет свое влияние, имеет какие-то свои эти институты и так далее, но это вот такой русский Тайвань, да, в Казахстане. Но даже там сейчас численность, если в 70-х годах там 90% было русского населения, то сейчас 90% там казахов. И постепенно Россия оттуда вывела свои войска. Это тоже, кстати, политика казахстанских президентов, которые
сумели продавить то, чтобы с Байконура были выведены военные части российские, и, скажем так, Байконур, все вот эта ракетная промышленность там, все это, чтобы принадлежало теперь Росатому, да? Роскосмосу, точнее, Роскосмосу. Вот. И здесь со временем, я уверен, что даже до 2050 года, наверное, не продлится этот договор, потому что России будет нечем платить, она платит там миллиарды долларов за то, чтобы, ну, Казахстану, за то, что они там находятся в этом Байконуре, за то, что они эксплуатируют вот этот вот космодром. Очень скоро Байконур перейдет в руки казахстанских властей со всей ее инфраструктурой, со всем полигоном. Вот. И уже тогда Казахстан будет становиться космической державой. И потому что есть проекты модернизации Байконура, всего вот этого космодрома, заинтересован Евросоюз, заинтересован Израиль в этом. Я уверен, что они сделают модернизацию по последнему слову техники, как говорится, да, по новейшим технологиям мировым. И уже Казахстан это будет уже космическая держава. И если, да, вот, ну, просто давайте пофантазируем, что когда-нибудь, ну, Земля же стареет как планета постепенно, у нее исчезают ресурсы, Земля перенаселена человечеством, да, вот, людьми. Живая природа все с каждым разом все скукоживается, ее становится все меньше и меньше. И я уверен, что технологии дойдут до того, что рано или поздно будут начинаться исследования, уже идут эти исследования в поисках другой жизни на других планетах. И здесь, что рано или поздно эту жизнь откроет. Рано или поздно откроют те планеты, которые пригодны для заселения землян. И кто будет заселять эти земли, кто эти планеты? Конечно, те государства, те страны, которые обладают такими космическими какими-то структурами, силами такими. И если Казахстан станет такой космической державой, то нам, конечно же, выгодно будет сотрудничать с такой страной. А представим, что, еще раз говорю, я фантазирую, да, вот как Рияз Исхаков недавно сетовал, что башкиры не умеют писать, перестали писать фантастические рассказы на башкирском языке. Если тот или иной язык, на котором не пишутся фантастические рассказы, ну, уже не пишутся фантастические рассказы, значит, этот язык явно находится в фазе деградации. Так вот, представим, что пофантазируем фантастические такие вот мечты, что рано или поздно найдутся несколько там десятков планет с пригодной для жизни средой обитания. И каждая страна будет брать себе планету для заселения. Ну, условно, США там возьмет какую-то планету, там Евросоюз какую-то планету, там Китай какую-то планету себе, да, для заселения. Чисто китайцами одними. Казахстан, как космическая какая-то держава. То же самое. И, конечно же, они нас возьмут с собой, как братские народы. И у нас будет своя планета, где мы сможем спастись в случае апокалипсиса на Земле, потому что мы понимаем, что Земля, ну, постепенно приходит к своему логическому концу. Это я просто размышляю, да, так фантазирую на будущее. Просто я еще раз говорю о том, что почему нам выгоден Казахстан. Казахстан, конечно же, нам выгоден и очень сильно. Как союзник, как друг, как брат. Теперь я готов ответить на ваши вопросы. Я смотрю, мои рассуждения о Казахстане, как о космическом какой-то державе в будущем, да, об открытии планет рассмешили многих. Но это так, надо же иногда веселиться, да, нам шутить. Здесь был такой вопрос от Айгуль. Здравствуйте, Руслан. Вопрос к стриму. Как сейчас казахский язык развивается? Везде ли используют казахский язык
во всех сферах. Могут ли казахи для башкир в Казахстане открыть школу для изучения башкирского языка, как дополнительное образование, чтобы башкиры могли изучать язык? И смогут ли казахи помочь башкирам в борьбе за независимость? Насчет борьбы за независимость я уже ответил в этом стриме. По поводу языка казахи смогли, скажем так, укрепить свой язык и развить его, только обретя независимость. Еще раз говорю, независимость – это самое главное. По поводу того, что... И я знаю, что на сегодняшний момент уже 70-90% первоклашек, которые идут в Казахстане в школу, это казахоязычные дети. Казахский язык уверенно развивается. И казахи вкладываются, казахское правительство очень хорошо вкладывается в образование своих детей, да, своих граждан. И вот недавно даже, да, Павел Дуров, приезжая в Казахстан, выделил там 136, что ли, тысяч долларов на гранты для 12 одаренных детей. Там, в общем, есть такая казахская школа для одаренных детей, для талантливых детей, для гениев. Там можно обучаться как за деньги, а вот те победители олимпиад, те, кто завоевал золото на этих олимпиадах по тем или иным предметам, они учатся бесплатно. 9, 10, 11 классы учатся бесплатно. Так вот, те дети, которые не набрали там какой-то маленькие баллы для того, чтобы поступить в эти школы, но они тоже талантливые, но просто где-то чуть-чуть не добрали. Именно вот Павел Дуров для таких детей, он специально там, ему предоставили базу, он специально выбирал этих детей, и с разных областей Казахстана, с сельской глубинки, он взял вот этих одаренных детей, оплатил им обучение, вот эти гранты, и все, и они сейчас учатся. И они будут учиться вот в этой школе. Это говорит о том, что... И я знаю, что Казахстан очень много отправляет своих учеников по разным странам мира учиться, в лучшие институты мира. И почему я сегодня вообще выбрал тему Казахстана? Потому что вчера буквально, когда я встретил сразу несколько казахских семей молодых, им где-то лет по 23, по 25, наверное, казахи здесь, в Литве, сейчас активно развиваются. Есть, говорит, целая компания, с которым больше 100 казахов. Сейчас открыли казахский ресторан, они здесь. И, наконец-то, где можно будет купить казы, поесть нормальный бишбармак, потому что здесь конины нету, а там, конечно же, все это будет. Кымыт попить. Вот, казахи здесь активно развиваются, активно выстраивают отношения с Литвой, и они здесь обучались, и здесь продолжают работать уже. Здесь уже достаточно крупная такая казахская диаспора. И вот это говорит о чем? О том, что казахи, укрепившись в своей стране, увеличив численность до 70%, и уже оно идет все больше и больше, они начали уже открывать диаспоры по всему миру. А мы пока башкиры, мы даже в своей республике не можем стать большинством. Вот почему нам стоит брать пример с Казахстана, конечно же. Так, если есть еще вопросы, то я готов ответить. Так, здесь посмотрим чат. Руслан, я знаю, ты с Ишимбая. Конкретно откуда? Со 2 квартала, с двойки. Учился в 3 школе. Так. Ну, это до 10 лет я там жил в Ишимбае, потом переехал в русское село Петровск. Так. Сейчас посмотрим, какие вопросы, потому что заканчивается. Если есть какие-то вопросы, задавайте, пожалуйста. Готов буду ответить, пока еще есть время, минут 10.
Туганар, читали уже, что Россия вышла из Евроконвенции по защите изучения родных языков, поэтому башкиртовар, наш башкирт-теле в наших руках. Россия нам не поможет сохранить и приумножить башкирт-теле. Все правильно. Да, Россия вышла из этой вот конвенции, и сейчас, как никогда, народы России под угрозой ассимиляции, потому что сейчас все, что будет творить Россия с народами, с коренными народами этой страны, этого недогосударства, этой империи, они никак не будут за это отвечать. Они вышли, да, вот это вот с этой конвенции, которую они подписывали в 1992 году. Все, соответственно, они могут вообще запретить нам языки изучать в любом виде. Вообще могут, и скорее всего, я уверен, что со временем это все делается, это вот поступательные такие шаги для того, чтобы ликвидировать наши национальные республики. Все это идет к тому. Поэтому у нас, еще раз говорю, шанс вот здесь и сейчас попытаться стать независимыми. По-другому никак. Либо мы станем независимыми, пусть воюя, пусть потеряв какую-то численность башкир. Нам говорят, вот ты ведешь нас к войне, там Сагит Исмагилов возмущается, что там я собираюсь воевать там до последнего башкира. Нет, я не собираюсь воевать до последнего башкира, но я собираюсь бороться за независимость Башкортостана, потому что я понимаю, что если мы останемся в этом русском мире, мы исчезнем. И сейчас, когда кто-то говорит о том, что вот башкиры будут умирать в будущей гражданской какой-то войне, в каких-то конфликтах, а сейчас башкиры не умирают разве? Ну, посмотрите на статистику. Башкортостан занимает первое место в России по количеству погибших в Украине. Мы разве сейчас не умираем? Разве сейчас к нам не возвращаются грузы 200? Разве к нам сейчас не возвращаются молодые парни без рук, без ног, с психикой, которая нарушена полностью этой войной, с агрессивным вот этим быдлом, которые готовы там чуть что брать оружие в руки, убивать, насиловать? Разве этого нету сейчас? То же самое. А зачем нам это надо? Не лучше ли выйти один раз на сражение и, победив, порвать с этим русским миром и выстраивать свое национальное государство? Руслан, здравствуйте. Возможно ли заявить о выходе из состава России одновременно всем республикам? Вот еще раз, вот сейчас мы прорабатываем такую стратегию со многими лидерами национальных республик и других регионов о том, что только совместная какая-то общая, единая вот эта вот акция, да, скажем так, одномоментная по объявлению независимости, по началу борьбы, по выходу из состава России сможет нас привести к победе. Если по одному, нас просто задавят. Представим, что Башкортостан там вспыхнул. Ну вот как, вспомним баймакские события, да, кто поддержал Башкортостан? Никто. Они же начали до такой степени сил у них нету, у России, вот в том же самом Башкортостане, что они начали стягивать ОМОН там с соседних регионов. А представьте, если одновременно вспыхнет в Якутии, в Башкортостане, в Татарстане, в Чувашии, это 3 крупных, да, таких республики с миллионным населением, коренным населением больше миллиона, Кавказ одновременно, Бурятия, Калмыкия. Что тогда? У России хватит сил? Да не хватит никаких сил. Мы одновременно объявим о своей независимости. Тут же начнем формировать свои армии, гражданскую оборону. Я вас уверяю, оружие сразу появится. Оружие потечет к нам. Тем более вот эти тонкая вот эта вот полоска Оренбургской области, которая нас отделяет от Казахстана, она будут вот такие ходы в Башкортостан с территории Казахстана, с территории Монголии по поставкам оружия к нам, по проникновению каких-то добровольцев к нам. Поэтому только вместе, только совместно, если мы сделаем это, только тогда у нас есть шанс действительно развалить эту Россию и объявить о своей независимости. Если по одному,
то задавит всех. Как бы мы, ну, еще раз говорю, Чечня тоже яркий пример тому. Вопрос такой, Руслан, почему ты редко публикуешь короткие видео? То часто, как сейчас, то редко, какое-то непостоянство. Ну, так получается. У меня нету какой-то там медиакомпании, которая бы там работала над этим. Я сам работаю, ну, мне помогают наши друзья, сторонники независимого Башкортостана, монтируют видео, обрезают. Так что, ну, так получается. Плюс к тому же работа. Как могу, так и делаю. Так. А у вас где база, чтобы вспыхнуло что-то? Кто будет объявлять? Или вы думаете, из Литвы приедете? Конечно, приеду. Как только наступит час X, я обязательно приеду. Я еще раз говорю, я себя вижу как таран. Таран, который будет разрушать эту систему, эту империю русскую. Как только она рухнет, к власти, я думаю, придут достойные люди, которые смогут управлять и развивать наш независимый Башкортостан. База это наши башкиры. Это наша база. Но я думаю, что на этом все. Час мы с вами проговорили. Распространяйте это видео, ставьте лайки, делитесь с друзьями, пишите комментарии. Тот, кто хочет помочь финансово, здесь в описании написано, как это сделать. Буду очень благодарен и признателен. На этом все. Рад был всех слышать. Башкортостан обязательно станет независимым государством. Хау